Покорителей снежных трасс приглашают в Джайрахский район. Зимний сезон набирает популярность. Много снега и туристов сейчас на курорте Арымхи. Горнолыжные трассы, непередаваемой красоты пейзажи и гостеприимства. Все это в совокупности прославляет ингушскую здравницу среди любителей активного отдыха. Прокатилась на лыжах и Хава Гагиева. Невероятные ощущения, прекрасная погода и хорошая компания. Что еще нужно для отличного времяпрепровождения, считает Антон Лашев. Вместе с друзьями он решил устроить себе зимний тур по горнолыжным курортам. Мы приехали с Эльбруса, сейчас там все было закрыто, и это была прям отдушина. Мы здесь вчера повзрывали пухлячок немножко, сегодня классно, уже успели скатиться. Прекрасный вид сегодня, солнце светит, горы, все вообще просто супер. Вот я вижу у вас экшн-камера, для чего она вам нужна? Ну, это такая любительская просто съемка. Мы далеко не профессионалы, но так для своего архива. Полезный и активный отдых не всегда можно назвать безопасным. Соблюдать установленные правила на территории горнолыжного курорта призывают с самого порога прокатной зоны. От правильной защитной амуниции зависит очень много. Для этого здесь есть опытные инструкторы. Наша обязанность – это подобрать лыжи, подобрать ботинки, чтобы удобно было обслужить клиента, чтобы ему удобно и отправить его на трассу. Там уже у нас есть инструктора, которые, если что, объяснят, как кататься, что нужно сделать. На горнолыжном курорте для отдыхающих открыты две трассы. Одна из них учебная, протяженностью 200 метров. Она для новичков. Вторая же длиннее 1200 метров. Этот крутой склон и повороты покоряют более опытные лыжники и сноубордисты. Прекрасно. Во-первых, замечательная погода. Во-вторых, посмотрите, какой вид. Не на каждом курорте такого встретишь. У нас вообще довольно большой опыт катания и в Европе, в Альпах, и на российских курортах. Вид прекрасный. Хотел бы отметить отличную подготовку трасс. Совершенно не раскатана, можно прям очень скоростная трасса, очень приятно кататься. К слову, трасса здесь и правда отличная. Уход за ней своевременный, а в случае непредвиденных обстоятельств на горнолыжном курорте весь день дежурит группа спасателей. Трассу мы каждое утро подготавливаем. Вот у нас есть ретракт, он каждое утро фрезует трассу, подготавливаем. Если что надо будет, у нас есть пушки, ружья, стоят. Мы ими снег закладываем, искусственный снег при морозе. По технике безопасности вдоль трассы у нас есть сетки. Маты стоят, ограждения у нас есть. Пока одних заманивает горнолыжная трасса, другие катаются на канатной дорожке, а заодно делятся впечатлениями со своими подписчиками в социальных сетях. Чего нет? Ни людей не слышно, ни машин. Ух ты, а с той стороны как видно хорошо сейчас. Сверху, снизу они в тумане, да? А верхушки видно. Красотища! Как я рад, что мы здесь оказались. С мая 2014 года горнолыжная трасса внесена в реестр международных и российских спортивных объектов, что позволяет проводить на базе курорта представительные чемпионаты. К слову, из-за обильных осадков на Северном Кавказе наша ингушская единственная рабочая. На тех курортах, где находятся курорты, это Домбай, они находятся выше намного, там очень много снега самого природного и крутые склоны. Снег, естественно, тяжелый, не удержится и идет прямо на курорт. У нас этой угрозы нету. Мы находимся на небольшой высоте. Это верхняя станция у нас 1500. И перед станцией лес. И таких накоплений снега наверху нету просто. В общем, курорт открыт для посетителей каждый день. Укрепление суставов, иммунитета, а также потеря лишнего веса. Зимние виды спорта несут себе пользу не только для здоровья, но также и заряд на весь день. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.